Никто не знает. Перевод группа Дизимания. Озвучено релиз группы SS Dizi специально для сайта dizimania.ru. Тут никто не умрет, пилот. Человек построил ловушку, учитель. Умрешь либо ты, либо я. Жди. Хироглу, пилот понял ситуацию лучше тебя. Твоя любимая на волоске. Или стреляй, или умрешь, или ты, или твоя любимая. Человек сзади Севды в пиджаке. Такаджи, ты не такой умный, как думаешь. Что ты болтаешь? Твоя любимая девушка на волоске. Или стреляй, или умрешь, или ты, или она. Все готово. Вместе Такаджи готово. Хорошо. Что происходит? Понятно. Значит, уточнили, тот, кто умрет. Видат умрет. Не смей! Не смей! Такаджи! Пилот, я тебе сказал, чтобы ты подождал. Еще не закончилось, Такаджи. Что ты будешь делать, Хироглу? Если убьешь пилота, то я не откажусь. Не торопись. Сейчас откроется твоя дверь. Вот и все. Что происходит? Как ты сюда вошла? Такаджи прослушивает нас. Подстроить ловушку Видату и на свадьбе. Вы определили место? Пока нет. Но я работаю над этим. Если будем относиться не так, как он ожидает, то он все поймет. Поменяет место. Ты как вошла сюда? Спасибо, сестра. Не смей. Не смей, Видат. Пилот, скажи ему что-нибудь. Не должен был этого делать, пилот. Этот человек был мне нужен. Я должен был поговорить с ним о брате. Мертвые не могут говорить, учитель. Давай, ты опаздываешь на свою свадьбу. Он отказался, это понятно. Вот, я говорил, что это дело не сложится. Дорогие, давайте немного подождем. Куда торопитесь? Господи боже. Так не пойдет. Если бы хотел, уже давно бы пришел. Ильхан. Смотри, когда ты надеешься не на семью, а на чужого человека, так он и оставит тебя на свадьбе и уйдет. Мама, пожалуйста. Давай, дочка, вставай, уходим. Давай. Сестра, давай. Я потом спрошу с него за это. Учитель Али идет. Зять, идет зять. Пусть свадьба начнется, вставайте. Не обижайся. Было важное дело. Я его уладил. Я у тебя потом спрошу за это. Пойдем. Невеста нельзя без танцев.
Давай вставай, как говорят. На похоронах плачешь, на свадьбе танцуешь. Давай, идем. Я не хочу. Будет танцевать красивая девочка наша. Пойдем, пойдем. Учитель Али, пожалуйста, пожалуйста, не обижайте нас. Дуйгу. 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 Эй, братец, вы чего посередине дороги ходите? Пойдем. Минутку. На твоих волосах. На волосах что-то осталось. Дуйгу. Севда. Только свадебной фотографии не хватало. Али, чего ты преувеличиваешь? Будто ты всех сфотографировал, только лишь позировал. К тому же ты оставь это и ответь мне. Как ты можешь оставить меня одну? Я же сказал, важный вопрос, Севда. Я знаю твой важный вопрос. Пошел найти того человека по имени Такаджи, да? Откуда ты знаешь Такаджи? Знаю. Весь день тебя отвлекала. Но снова не смогла. Ты? Минутку. Все эти покупки были подстроены, чтобы меня отвлечь? Построены, конечно. А ты что думал? Но я не смогла. Ты оставил меня на свадьбе одну и ушел. Я не понимаю, человек совсем не думает о себе. Просто оставил. Думает хотя бы о том, кого оставляет. Мне некого оставлять, Севда. Ты уверен? Брат, будь осторожнее. Севда, постой, ты в порядке? Куда ударила? Да, я посмотрю. Кажется, ничего нет, но... Как тебе страх о том, кого ценишь? Севда, в таких вопросах разве шутят? Не шутят? Не шутят, по-моему, тоже. Поэтому ты не должен идти за этим Такаджи и сводить меня с ума от любопытства. Понятно? Итак, эта тема закрылась. Такаджи умер. Не стоит нам продолжать эту ложь. Пару дней пройдет, все утихнет. Скажем, что развелись, или скажем правду. Как ты захочешь. Да? Что, да? Мы не едем, давай. Тебе понравилась свадьба?
Что мне должно понравиться? Хорошо. Немного странная организация получилась, но главное, чтобы сердца были вместе. Остальное не важно, да? Что бы там ни было. Мне-то что? Дойгу, что ты скрываешь от меня? Ничего. Как ничего? Ты сказала, что не придешь на свадьбу, но пришла, потом уходила, но не ушла. Недавно от того, что задумалась, даже не увидела машину. Что происходит, Дойгу? Ты можешь мне рассказать? Ничего нет, почему ты давишь на меня? Мне плохо, да. Если тебе плохо от этого, то ты можешь оставить меня одну. И тебе станет легче, и мне. Нельзя. Почему нельзя? Говорят, что боль уменьшается, когда ею делишься. Смотрите, господин пилот, вы постоянно рядом со мной. На самом деле вы и друг хороший. Но не стройте мечты, после которых расстроитесь. Я тебя... то есть, то, что придет от тебя, говорю в целом, боль, что придет от тебя, не променяю на счастье. Говорят ведь в песне, если придет, то пусть придет от тебя, обещаю. То есть, говоря про тебя, ты это из песни. Если хочешь причинить себе боль, то не знаю. Я иду домой. Спокойной ночи. Пилот, полиция ищет нас. Они на Нижней улице. Только этого не хватало. Пойдем. Почему у тебя нет настроения? Я не мечтала надеть свадебное платье так. Как так? Не по-настоящему. Это так. Не расстраивайся. Что это значит? Человек ведь не каждый день надевает свадебное платье. Почему ты должна надевать свадебное платье еще раз? Потому что это не по-настоящему. У меня не будет настоящей свадьбы. Я не выйду за того, кто меня любит. Судьба. Судьба. Конечно. Я сначала сниму платье. Хорошо, я тоже переоденусь. Говорят ведь в песне, если придет, то пусть придет от тебя, обещаю. То есть, говоря про тебя, ты — это из песни. Дойгу!
Чем отличаются те, кто женат по-настоящему, от нас? Мы поженились, устроили чаепитие ночью, сидим и кушаем. Что они делают такого, что мы не делаем? Чай. Чай очень вкусный. Я сделаю лучше. Чайник здесь. Очень вкусный чай. Вкусный чай. Чай очень вкусный. Чай очень вкусный. Ну ладно. Здесь безопасно, но мы не сможем так легко выкрутиться из этого дела, пилот. И больше нельзя пользоваться телефонами. Полиция повсюду ищет нас. Парень, разве мы впервые кого-то убиваем? Найди кого-нибудь, пусть пойдет и возьмет вину на себя. Присмотришь за его семьей и все. Пусть этот вопрос закроется, Видат. Это другое дело, пилот. Они крепко держатся, брат. Очевидно, что нас наказывает кто-то крупный. Мы же убили Такаджи, а не кого-то левого. Клянусь, я ничего не знаю, Видат. Я не могу сесть в тюрьму, брат. Сделай, что хочешь, но реши этот вопрос. Что случилось, пилот? Ты же не боялся сесть в тюрьму, брат? Что такое? Парень, это не страх. Просто сейчас не время. Да, совсем не подходящее. А что такого во времени? Парень, я не должен увидеть, как листья пожелтеют и упадут? А? Разве можно попасть в тюрьму в сентябре? Что ты пытаешься делать по поводу твоего брата? То есть другого пути нет? Такаджи, к сожалению, умер прежде, чем заговорить. Но я жду новости из другого места. Я ведь нашел кошелек брата на районе. У меня есть один друг, Якуб. Я ему отправил для выявления отпечатков пальцев. Если у моего брата была судимость, и, конечно же, его отпечатки пальцев все еще на кошельке, то, может... Знаешь, я чувствую. Правда. Я верю, что однажды ты найдешь своего брата. Как Али сделал это? Он внедрил к Такаджи своего человека. Сделал игрушкой в своей игре. Хорошо, что место Такаджи отдали такому человеку, что... То кресло еще не видело такого человека. Последний кусок застрянет у Али в горле. О ком ты говоришь, дядя? О брате Такаджи. Его зовут Мерт. Но мир еще не видел такого презренного, как он. Хитрый, коварный, не объявит вражду тому, кого не сможет убить. Али не справится с его трюками. То есть, тебе нужно оставить все. Пусть Мерт разберется с Али. Будь терпеливым, понял? Давай, увидимся. Я добрался до записи. И? Как ты и говорил, Али и Севда и правда не поженились. Я знал. И что сейчас будешь делать? Я слышал, что сказал твой дядя. Если хочешь, то давай позволим Мерту разобраться с Али. Я не могу больше ждать. Я своими собственными руками решу это дело. Я сделаю такое, что Севда умрет для Али, хотя будет жить. Господин, полиция повсюду ищет пилота и Видата по делу об убийстве Такаджи.
И теперь стало точно известно, что на место Дакаджи пришел его брат Мерт. Для Али может возникнуть опасность. Будем что-нибудь делать? Мы не сможем. Я предупреждал Али. Отныне он будет бороться с результатами своих поступков. Может, так даже будет лучше. Если он сильно прижмет Али, то он сможет вернуться к службе. Если, конечно, сможет выжить. Думаешь, Мёрт сможет справиться с Али? Как вы знаете, Мёрт очень хитрый господин. То есть, он так скрывается от врагов, что никто не поймет, кто выстрелил. Полиция повсюду ищет убийц твоего брата. Пусть ищут. Если попадутся, то не смогут убежать от меня. Ведат, пилот, Али умрут. Да еще и умрут так, что никто не узнает об этом. Если ты так говоришь, то так и есть. И когда похороним их, не спеши. Доверься тому, что неизвестно. Сначала ты должен узнать врага, а потом забудешь себя. И уже после придет смерть. То есть все само закончится. Смог найти что-нибудь про этого пилота? Да. Пилот влюблен в одну девушку по имени Дуйгу, она фармацевт. Пилот ради этой девушки открыл себе местечко в ее районе. Отлично. Мы нашли слабое место пилота. Раз так, то пойдем познакомимся с этой девушкой. Послушай, Тукче, ты хорошо поняла, да? Нужно не оплошаться. Я сейчас пойду к Севде, все будет так, как я рассказал. Я поняла, господин Уйгар. Хорошо поняла. У меня есть небольшое дело, а потом я приду в агентство. Только не опаздывай. Не опоздаю. Господин Уйгар, вы идете к дверям дома Али, но я думаю, что вам нужно быть повнимательнее с Али. Не вмешивайся в дела, которые тебя не касаются, Тукче. Сосредоточься только на своем деле, этого будет достаточно. Как знаешь. Али? Уйгар, что ты здесь делаешь? Я не смог вчера прийти на твою свадьбу из-за работы. Захотел тебя поздравить. Не поняла. Но понял я, Севда. Я понял, что твое счастье — это мое счастье. И потому пришел поздравить тебя. Уйгар, что ты говоришь, ради бога, ты в порядке? Да, я знаю. Я не смог сделать так, чтобы ты хорошо узнала меня. Поэтому данная ситуация кажется странной. Если так ты будешь счастлива, то я ничего не буду делать, только пожелаю тебе быть счастливой. Ради тебя я откажусь даже от тебя, Севда. Раз ты вышла замуж, раз выбрала этот путь, то остается только одно — поддержать тебя. Как товарищ, как друг. Возьми. Это твой свадебный подарок. Я не приму это. Почему? Ты же не настолько груба, чтобы отказываться от свадебного подарка друга, не так ли? Я не приму, потому что не приму то, что Али не захочет принять. Ладно. Тогда я буду ждать здесь, пока ты не примешь. Никуда не уйду. Что ты делаешь? Можешь потише? Ты сошел с ума? Тогда прими. Уйгар, можешь, пожалуйста, уйти? Пожалуйста. Хорошо.
Вот я приняла. Давай, уходи. Хорошо. Кстати, приходи после обеда в компанию. Поговорим о соглашении, хорошо? Хорошо. Кто приходил? Никто. Один друг. Тухче. Что в руке? Колье. Я просто оставила свое колье у Тухче. Куда? Я говорил тебе, чтобы ты не брала мне Севда. Хорошо. Это Уйгар приходил. Как он может приходить в мой дом? Али, постой. Отойди сюда. Али. Не ходи, говорю. Хорошо, у него не было плохих намерений. Он просто пришел поздравить со свадьбой и принес подарок. Что тут такого? И ты поверила, да? Что с тобой происходит, Али? Что за поведение, словно мы и правда поженились? Разве не ты говорил, что через пару дней покончишь с этим делом? Забыл? Севда, послушай. Если мы живем в одном доме, то должны вести себя соответствующе. И ты, и я. И что это значит? Мнение людей ведь ничего не значило. А сейчас ты думаешь про это? Можешь сперва быть честным с собой, Али. Севда, я изначально против этого фальшивого брака, потому что честен с тобой. К тому же, если помнишь, что это я настаивал на том, чтобы он закончился. Ты все неправильно поняла. После того, как ты поступаешь так, как считаешь правильным, тебя не волнует, что думают, говорят другие люди. Но теперь люди и правда считают нас женатыми. Если мы хоть немного уважаем себя, друг друга и наш брак, то отныне будем вынуждены вести себя соответствующе. Уберем все в сторону. Как этот тип может приходить в мой дом? Почему ты позволяешь? А что я могла сделать? Он пришел по-дружески. Поздравил, отдал подарок и ушел. Что я могла сделать? Севда, не могу поверить. По-дружески? Я не хотела так сказать, пойми. Севда, послушай. Я хочу от тебя одного. Ты больше не будешь работать с этим типом в одной компании. Мы уже говорили об этом, Али. Но теперь все иначе, мы живем под одной крышей. Если мы будем жить как муж и жена, то ты не сможешь работать с ним в одной компании. И не будешь видеться. Я не могу принять такое. Я решу этот вопрос о компенсации за пару дней, хорошо? Хорошо. Жди. Слушаю, Севда. Алло, господин Уйгар. Я приду сегодня в компанию. Я ухожу из агентства. Знай. Хорошо, как хочешь. Поговорим, когда придешь. Все? Теперь ты счастлив? Получил, что хотел, Али? Я скоро выйду. Куда? Я же говорю, что вся полиция Стамбула ищет нас, пилот. Ты меня не слушаешь? Иначе стал бы я засовывать нас в этот курятник. Не переживай, парень. Я их увижу, а они меня нет. Будь спокоен. Разве нужно рисковать, брат? Нужно, парень, нужно. Иначе зачем мне выходить? У меня срочное дело. Боже мой. Тухче? Божье наказание, он ответит мне. Если ты не понимаешь, что он поймет. Тухче, не надо. Ради бога. Отойди, он ответит. Хватит уже. В чем дело? Тухче, не надо. Хватит уже. Сделал столько всего. Я убью тебя. Хватит. Отпусти. Хватит. Выйди из комнаты. У меня с ней будет личная беседа. Тухче,
Дочка, пойдем. Выйди. Отпусти, отпусти, отпусти. Выведу ее. Отпусти, дочь. Ничего. Я потом к тебе вернусь. Пожалуйста, отпусти. Отпусти. Открой дверь. Открой дверь. Альпер, не надо, пожалуйста. Альпер, не надо. Что ты Сиди делаешь? здесь. Альпер, ты пьян. Ты пьян. Альпер, не делай этого. Не делай этого, пожалуйста. Не трогай мою дочь. Открой дверь. Севда, Слушай, Али. Или ты хочешь, чтобы я еще что-то сделала? послушай. Я... Что ты, Али? По-твоему, нечего сказать, прежде чем так управлять моей жизнью? Севда, я очень ценю тебя, ты знаешь это. Не надо. Настолько. Я не могу видеть тебя возле него. Пойми это. Почему? Я... Ты? Потому что... Я знаю, что у Игара плохие намерения. Не говори, хорошо? Никогда не говори. Потому что я не понимаю, да? Убегай, посмотрим, как далеко сможешь убежать. Убегай. Замолчи. Не трогай мою дочку, пожалуйста. Открой дверь, мерзавец. Я долго заставил ждать. Не надо. Не надо. Не надо. Что происходит? Не делай этого. На помощь. Ведат! Ведат! Парень, откуда идет этот крик? Нам-то какое дело, пилот? Оставь, у нас и так полно проблем. Парень, ты не слышишь? Женщина зовет на помощь, Ведат. Пилот, ты будешь бежать на все крики о помощи в этой стране, брат? На помощь. На помощь. Нет, нет. Не надо. На помощь. На помощь. Не делай этого. На помощь. На помощь. Иди сюда. Не делай этого. Стой. Все не так, как ты думаешь. Она и так потаскуха. Ты чертов трусливый грязный шакал. Ты в порядке? Все нормально? В порядке. Пилот? Какая проблема? Проблемы больше нет, Ведат. Проблема еще не закончилась. Я убью тебя. В чем его проблема, знаешь, Ведат? Выставляют себя крутыми,
На самом же деле, если же ты вытащил оружие, то должен выстрелить. Ты в порядке? Давай выйдем отсюда. Тебе лучше, да? Ничего нет? Нет, нет. Ничего нет. Кто еще есть дома? Мама. Это был возлюбленный мамы. Из-за любви она все это пережила. Может сдать вас. Откуда я тебя знаю? С района. С района, Али. Я подруга Севды. Я тоже вас знаю. Но не знала, что вы такой. Какой? Какой такой? Говорят, что вы мерзкий наркоторговец. Если не приблизишься достаточно, то не увидишь настоящего лица. Ладно, ты займись мамой. Пусть не выходит на улицу. А я займусь трупом. Мама. 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 Тухче. Тухче, малышка. Тухче. Малышка, он с тобой ничего не сделал, да? Пилот. Вся полиция Стамбула гонится за нами. А ты убиваешь человека, брат. Так разве можно делать? Ведат, что случилось с твоей человечностью, а? Эти ублюдки будут издеваться над людьми, а мы будем наблюдать? Да? Нет такого мира. Я ухожу. А ты займись трупом, давай. Хорошо. Хорошо, понятно. Пришли новые данные. Срочная ситуация. Али расследует отпечатки пальцев пилота на кошельке. Когда это случилось? Не знаю, господин, мы упустили. Что это значит? На какой стадии? Ждут результаты с лаборатории. Али один в этом деле. Берет помощь у Якупа Кара. Якуп Кара? Да. Смотрите отпечатки пальцев с кошелька. Отправь кого-нибудь. Пусть заберет кошелек и не появляется на людях. Если пилот увидит, то будет плохо. Хорошо, господин. Что хотели сказать? Вы нарисовали рисунок, построили мечту, а я исполнил. Это наша первая мечта. Делить с вами одну мечту настолько особенно и красиво. Здравствуйте.
Я к хозяину этой аптеки, вы знаете его? Это я, слушаю. Меня зовут Мерт. Я представляю некие лекарства. Дуйгу. У меня на руках несколько примеров. Если у вас есть время, посмотрите. Хорошо, прошу. Прошу, вот так. Али сейчас в магазине. Я еще не определил место пилота. Сейчас пришел его друг Якуб. Добро пожаловать, Якуб. Спасибо. Отдал кошелек. Кошелек на руках. Не приближайся к Али. Следи внимательно. Следи внимательно издалека. Найди место кошелька и забери. Хорошо, я слежу. Когда будут результаты отпечатков? Результаты будут ближе к вечеру. Хорошо. Это единственная зацепка в моих руках, чтобы найти брата. Али, есть то, что задело тебя касательно вопроса Такаджи? Пока нет. Видимо, человек умер, и тема закрылась. Но не закроется. Ты ведь знаешь? Знаю, но эта часть дела меня не волнует. Якуб, смотри. Такаджи умер с теми, кто знал. К сожалению, еще одна дорога к моему брату закрылась. Этот кошелек — моя последняя надежда. Как выйдут результаты, я сообщу. Хорошо, увидимся. Господи, помоги мне найти брата. Работники в ужасном состоянии. Я не могу справиться. Отвлеки еще немного. Севда скоро придет. Тукче? Тукче еще не пришла? Не видел. Телефон отключен. Ладно, может и не приходить. Ты иди, отвлекай работников. Хорошо. Изги, скажу тебе кое-что. А я думала, где же остался Хюдаверди? Соскучилась по мне? Хорошо, больше я не отойду от тебя. Я такое разве сказала? Я не скучала. Сама сказала только что. Искала меня, думала, где я остался. Человек ищет любимого. Я разве такое сказала? Почему не понимаешь? Я уже привыкла к тому, что ты внезапно появляешься передо мной. Я понял. Я тоже очень привык к тебе, Изги. Не могу, если не увижу тебя. Очень скучаю. Как это связано, Хюдаверди? Разве нет? Учитель Али говорит, что человек скучает по любимому. Как ты меня любишь? Ты меня не знаешь. За что ты любишь меня? За глаза. Ты ведь как-то посмотрела на меня на районе. Вот так. Я такого не делала, не придумывай. Ладно. Ты что хотел мне сказать, Хюдаверди? Я спросить у тебя хотел. Хорошо, спрашивай, потом оставь меня в покое. Выйдешь за меня замуж? Нет уж. Подумай немного. Я подожду до смерти. Не будет такого никогда, не жди впустую. Даже и впустую я готов ждать. Тогда будешь долго ждать. И долго подожду. И до конца жизни подожду.
Оставь, ради бога. Нам нужно увидеть господина Уйгара. У меня больной ребенок, я нуждаюсь в работе. У нас дети. Что, будем пить и кушать? Что нам делать? И не выплачиваете. Что это такое? Что за дела? Что это такое? Что это? Минутку. Что это? Минутку. Послушайте меня. Господин Уйгар сейчас занят, но потом он с вами встретится. Нет, никуда не уйдем, пока не увидим его. Что это такое? Проходи сюда, проходи, садись. Что происходит внизу? Мы закрываем фирму. Люди встревожены. Ты не говорил об этом. С чего закрывается фирма? Нападение на показе бриллиантов сравняло авторитет фирмы с землей. Партнеры отказались работать. Так, чтобы закрыть фирму. Было бы так, еще ладно. Многие договоры отвергнуты. В наших договорах есть пункт «Защита авторитета фирмы». Из-за этого скандала пришлось много выплатить. Теперь даже зарплату работникам дать не могу. Я расстроилась, правда. Ладно, ты не расстраивайся. Не надо. Ты только вышла замуж. Не хочу портить тебе настроение в твой счастливый день. Возьми. Договор. Как я и говорил. Ты можешь порвать и выбросить. Скажу кое-что. Столько людей пострадали. Есть семьи, которые вынуждены смотреть за детьми. Что будет? Да, к сожалению, ничего не могу поделать. Господин Уйгар, что это? Что это такое? Хотя бы выплатите нам зарплаты. Минутку, нам надо поговорить, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Учитель Али, здравствуй, прошу. Брат Ильхан, у меня дело. Поговорим немного, выпьем чаю. Пойдем, пойдем. Кинан, принеси учителю чай за наш стол. Добро пожаловать. Прошу, прошу. И вам. Не за что, иди сюда. Учитель, добро пожаловать. Спасибо. Говорят, что твоя жена работает в агентстве. Позирует в открытых вещах. Представление марки вроде. Не грех ли? Легко записывать грехи в чужие тетради. Если каждый будет следить за своими грехами, то и проблем не будет. Но раз вы настолько заинтересованы, то я скажу, чтобы вас успокоить. Севда оставила эти дела. Это подойдет вашей жене, учитель. Молодец. Неправильно делать такие дела. Оставьте то, кто чем занимается. Господа, у вас нет своих дел? Не говори так, брат Ильхан. Разве правильно, что жена учителя Али на разных постерах? Ладно, господа. Клянусь, я сказал, что хотел, такого не будет. Но не потому, что этого не хотите вы. Если еще кто-то откроет эту тему, то я на слезы не посмотрю. Приятного аппетита. С Богом. Спасибо. Но, господа, вы совсем не умеете подбирать слова. Вы заставили меня сожалеть о том, что я позвал мужчину. Ладно, хорошего дня. Смотрите, я не хочу вас оставлять в таком положении. Только вот состояние фирмы, понятно. Вам сделали нужное заявление. К сожалению, в моих руках ничего нет. Смотри, господин Уйгар. Этот ребенок болен.
Я являюсь женщиной в одиночку, ухаживая за 3 детьми. Мне нужны деньги. Что я буду делать, если останусь без работы? Я 10 лет посвятил этой фирме, господин Уйгар. Моя дочь целует ваши руки. Она только поступила в университет, а я учу еще 2 детей. Как я буду столько отдавать? Что нам делать? Что же делать нам? Помогите нам. Что будет? Что нам делать, господин Уйгар? Помогите. Господин Уйгар, Помогите. помогите. Совсем ничего не можем сделать. Нет, на самом деле можем. На прошлой неделе взяли огромное дело. Хотят, чтобы госпожа Севда была главным лицом. Деньги дадут перед делом. В таком количестве, что хватит выплатить ваши зарплаты. К сожалению, госпожа Севда сегодня расторгла договор. Дочка, умоляю, помогите нам. Ну что вы, тетушка? Помогите нам, если я и работать не буду, что будет с нашей семьей? Помогите Помогите нам. нам. Пожалуйста. Помогите нам. Пожалуйста, помогите нам. Пожалуйста. Помогите. Хорошо. Я готова сделать все, что в моих руках. Я буду работать столько, сколько понадобится. Обещаю. Я не хочу денег за это. Главное, чтобы лицо этого ребенка улыбалось. Спасибо, дочка. Спасибо. Спасибо. Ну что Пусть вы? Бог будет тобой Ну что доволен. вы? Спасибо. Не за что. Простите. Али, Севда, ты спокойно ушла с работы, да? Если этот человек создал проблемы, то я сразу приеду туда. нет, проблем нет. Я ушла. Я как приеду, расскажу тебе. Хорошо. Уйгар, я не хочу, чтобы Али знал, что я тут работаю. Буду рада, если ты не скажешь. Так как дело быстрое, все пройдет, и он не узнает. Ну, вообще, будет лучше, если твой муж будет знать, но я уважаю твое решение. Раз ты не хочешь, чтобы он знал, то хорошо, не узнает. Спасибо. Ничего нет. Ты снова выдумала себе. Спасибо. Доброго дня. Доброго дня. Не обижайтесь, заставила вас ждать. Ну что вы. Теперь ваши цены очень уместны. Я хочу лекарства, что отметила. Хорошо, с удовольствием. Спасибо. Удовольствие для меня увидеть вас вновь. Все бы мои клиенты были, как вы. Доброго дня.
Как? Нет уж. Мне показалось, что ли? Мама, учитель Али принес покушать. Пусть Бог будет тобой доволен. Господи, защити учителя Али так же, как и он защищает нас. Уладил. Иду. Уладил. Идет. Девочка, где ты? И в агентство не пришла? Тухче? Ты в порядке? В порядке. Как в порядке? Лицо белое. Что случилось, расскажи. На меня напали. Попытались изнасиловать. Что? Всегда правду говорю. Ничего не сделал, да? Не сделал. Девочка моя. Как так, не понимаю? Закончилось. Сделал. Помог. Не поняла? Был ведь человек по имени Пилот. Он в последний момент успел и спас меня. И убил того мерзавца. Пилот? Девочка, это человек-мафия. Что бы ни было. Он спас меня от изнасилования. Всегда, как бы я жила с этой травмой. Не смогла бы жить, покончила бы с собой. Хорошо. Хорошо, не говори такое. Прошло. Что здесь происходит, Куртбей? Али,
Это не из тех мест, куда можно врываться. Словно на рейд. Что с тобой такое? Сейчас не время для протоколов, Курт-бей. Сегодня это место превратится в ад. Ты отдашь мне человека, что чуть ранее вошел в это здание. Какого человека? Объясни нормально, чтобы я мог тебе помочь. Чуть ранее. Твой сотрудник, что вошел в это здание, выкрал из моей машины бумажник моего брата. Твои люди проводят рейды без моего ведома, Курт-бей. Смотри, если не отдашь мне этого человека, я знаю, как насильно его забрать. Успокойся, Али. Ну, успокойся же. Когда? Где произошло это дело? Я пришел сюда не для того, чтобы услышать вопросы. Я пришел получить ответы. И ответы у твоего человека. Этот негодяй. Собственной персоной. Рассказывай. Кто твой начальник? Говори, кто дал тебе приказ? Кто твой владелец? Кто дал тебе приказ? Если хочешь, возьми и заставь заговорить. Или давай мы спустим вниз и разговорим. Нет никакого низа. Этот негодяй здесь и сейчас все расскажет. Говори! Говори. Рассказывай. Моя работа при необходимости все забывать. Я обо всем забыл. Правда? Давай помогу тебе вспомнить. Рассказывай. Почему ты украл бумажник моего брата? Что ты знаешь о моем брате? Этой боли оказалось недостаточно, чтобы ты вспомнил. Рассказывай, говорю, рассказывай. Если не заговоришь, то умрешь. Ты ведь знаешь, это не так ли? Так рассказывай, чего ты ждешь? Я же сказал, что забыл. Отправьте этого негодяя в больницу. Ты забыл? Эта организация была сформирована не для того, чтобы изменников отправлять в больницу. Оно сформировано для их отправления в гроб. Кто хозяин этого негодяя, Курт-бей? Кто мог его заставить молчать, несмотря на возможность смерти? Ты таких людей становятся могилой, Али. Я говорил тебе, что в организации начали проползать. И он один из них. Скольких мы уже поймали, но ни один не произнес ни слова. Будь раньше, я бы моментально смог различить изменника и преданного человека. Теперь мои глаза покрылись пеленой, Курт-бей. У меня больше нет такого человека, как ты, Али. Плюс ко всему, мне приходится возиться с твоими необоснованными обвинениями. Да, возможно, мои глаза покрылись пеленой, но ты совсем ничего не видишь. Ты все забыл, не так ли? То, что твой отец мой лучший друг. То, что вы с твоим братом были доверены мне. Чтобы не позволять вам чувствовать отсутствие семьи. Я столько старался.
То, как я каждый день находился рядом с вами, чтобы сделать то место вашим домом. То, как я удовлетворял все ваши потребности. Отныне нет такого слова «мы», Куртбей. Есть я. И я ищу брата, который находится под твоей опекой. Долгие годы. Теперь ты обвиняешь меня еще и в этом, Али? Когда Сулейман исчез, разве мы оба не были раздавлены? Разве мы годами совместно не пытались найти его? Смотри, ты убил Эрнику и его людей. Чтобы спасти тебя от заключения, я пошел на все возможные риски. Теперь ты все это забыл, не так ли? Я ничего не забыл, Куртбей. Я лишь хочу найти своего брата. Моя единственная цель в этом. Ради этого я готов сделать что угодно. Сделай, Али. Сделай. Сделай все. Я тоже сделаю. Разве я не хочу, чтобы ты встретился со своим братом? Сделай все, что хочешь. Но не сомневайся во мне. Я никогда не смогу это принять. Не забывай то, чему я тебя научил, Али. Если человек хоть раз потеряет прицел, то больше никогда не сможет повторно прицелиться. Поверил. Поверить-то поверил. Ну и бумажник остался у него. В настоящий момент пилота ищет полиция. Невозможно, чтобы пилот увидел бумажник. Ты прав. Разберемся с бумажником позже. Что с тем делом насчет отпечатков? Все решили. Отпечатки пальцев пилота были стерты. Вы же и так протестировали это. Господин пилот увидел вас, но не узнал. Теперь воссоединение Али с пилотом может не вызвать панику. Пусть. Все же я не могу рисковать. Когда пилот увидел меня с Эрникой, ему было 5-6 лет. Он не вспомнил, да. Но что, если вспомнит? Воспоминания из такого возраста могут спокойно выплыть наружу под давлением. Да, могут. Если все то, что знают Али и пилот, объединится воедино, ничто не сможет уберечь нас, Джан. Якуб? Возможно, Куртбей что-то скрывает от меня. Почему он должен делать что-то подобное? Не знаю. До вчерашнего дня он был рядом со мной. При необходимости был мне как отец. Но на этот раз есть какая-то странность. Камни не встают на свои места. Обсудим эту тему лицом к лицу. Результаты отпечатков пальцев почти готовы. Оценим результаты. Хорошо, жду от тебя новостей. Дуйгу? Дочка, мы с отцом на заднем дворе, идем же. Хорошо, мама, я чуть позже подойду. Хорошо.
Ну? Уйгар совсем ничего не сказал? Он сразу же принял твой уход с работы? Я же сказала, что не сказал. Не возникло никаких проблем. И вообще, почему ты так настаиваешь? Потому что я больше не хочу, чтобы ты что-то скрывала от меня. Севда, если бы я с утра не надавил, ты бы не сказала мне о приходе Уйгара. Ну, сколько можно? Разве это дело не было закрыто? Закрыть-то закрыли, но... Севда, смотри, больше всего в этой жизни я не люблю ложь. Ты говоришь, что любишь меня, но человек не будет лгать любимому человеку. Но ты не любишь меня. Bana yalan söyleyen birini sevemem zaten. То есть, если не буду лгать, то полюбишь. Смотри, я хочу, чтобы ты дала мне одно обещание. И что же это? Bundan sonra Отныне, ne olursa что бы ни случилось, asla не bana лги yalan мне. Хорошо. Хорошо, но я очень устала от этой темы с ложью. Действительно. söyleme. Я не хочу тебя потерять, поэтому говорю. Давай налью тебе суп. Приятного аппетита. Господин пилот. Господин пилот? Он еще не останавливается. Господин пилот. Господин пилот. Посмотри, даже не оборачивается. Ну, господин пилот, что ты делаешь здесь в этой одежде? Что вы творите, госпожа? Прошу прощения, господин полицейский. Я спутала вас с одним человеком. Здесь есть еще кто-то в полицейской одежде? То есть, вы видели еще полицейских? Вы в порядке? В порядке, господин полицейский. Прошу прощения, хорошего вечера. Хорошего вечера. Что со мной? Ну, что я мог сказать Дуйгу в этой одежде? То есть, как бы я объяснил? Господи боже. Дуйгу, дочка, что ты здесь делаешь в одиночестве? Ничего, просто я ничего не делала. Иди, давай поговорим пару минут. Ну, что ты сделала? Ты встречалась с господином пилотом? Нет. Зачем мне с ним встречаться? Что значит, зачем мне с ним встречаться? Дуйгу, дорогая, я тебя действительно не понимаю. Что в господине пилоте тебе не нравится? Что, некрасивый, что? Ну, мама, если я скажу, что некрасивый, ты поверишь? Конечно же, красивый. Ну, что в таком случае?
Дочка, смотри, у человека есть профессия. Как я понимаю, с финансами у него все хорошо. Почему ты не даешь ему один шанс? Мама, почему ты давишь на меня? Хорошо, Дуйгу. Тебе и так невозможно ничего сказать. Но смотри, если таким поведением ты оттолкнешь мужчину, после будешь очень сожалеть. Поверь мне, и больше ты не сможешь найти такого, как он. Я уж скажу. Ну а ты, как обычно, сделай так, как считаешь нужным. И с кем это она по ночам разговаривает? Еще и телефон у господина выключен. Господин Уйгар, вы свободны? Конечно, конечно, Коксал, проходи, прошу. Я еще со вчерашнего дня хотел поговорить с тобой, но мне сказали, что ты занят. О случившемся тебе известно. И подумали, теперь оставаться в этом доме будет неправильно. Смотри, Коксал. Если ты думаешь, что мои с вами отношения как-то связаны с Севдой, ты ошибаешься. То и другое раздельны. И брак Севды с этим подобным этого не изменит. Господин Уйгар, мы все же... Коксал, пожалуйста, я обижусь. И к тому же, ваш дом еще не в том состоянии, чтобы заезжать. Нужно еще немного времени. Позже, позже. Прости, но ты видел время. Нет, не посмотрел. Позвонил, потому что ты не спишь. Правильно. Но не вовремя. В таком случае не надо приходить ко мне в голову не вовремя. Хорошая попытка. Но мне нужно играть на скрипке. Я как раз была на середине мелодии. Ты одна играешь? Конечно. В такое время. Но эти ноты не нужно тратить впустую. Ты играй, а я послушаю. Нельзя. Пожалуйста. Пусть телефон останется включенным. Ладно. Боже, не забирай мою душу, пока я не найду брата.
Это все. Чудесно. Спасибо. Я ложусь спать. А завтра что делаешь? Если предложишь встретиться, не получится. Отец всю свою армию заставляет за мной следить. Почему не понимаешь? Я буду сражаться с этой армией. Я не хочу проблем на твою голову. Спокойной ночи. Хорошо, хорошо, остановитесь перед этой машиной. Привет. Привет, добро пожаловать. Я как раз искала кого-нибудь, кто развлечет меня этой ночью. Я хотел кое-что у вас спросить. Спрашивай. До утра спрашивай. Все спрашивают у нас вопросы, на которые сами не знают ответов. Нет, это не такое. На этом кошельке есть ваши отпечатки пальцев. Вы знаете его владельца? Ты полицейский? Смотри, я тут ничего незаконного не делаю, только развлекаюсь. Из-за прошлых проступков ты не можешь меня сейчас обвинять. Ты меня за руку поймал? Нет? Нет, нет. Я не полицейский. Послушайте, я ищу брата, которого потерял много лет назад. Это его кошелек. Если ты сможешь помочь, ты сделаешь очень доброе дело. Ну, у меня очень много клиентов. С кем постоянно, с кем на один раз встречаюсь. Очень щедрые господа. Из кошелька бери сколько хочешь, говорят. Значит, и твой брат один из таких. Когда брала оплату, остались мои отпечатки пальцев. Но кому принадлежит этот кошелек, я так и не вспомнила. Ты не можешь ничего не помнить. Хорошо, подумай. Выйдем вместе. Немного поговорим, может, вспомню. Что ты тут делаешь? Совсем стыда нет. Севда, ты что тут делаешь? Ты на него посмотри. Ты что тут забыл? Ты кто такая?
Жена дорогая, недавно поженились. Ого, как же так с первого дня мужа проглядела? Я тебя сейчас прибью. Севда, успокойся. Все одна история. Мужей своих удержать не можете, а потом мы виноваты. Ты на нее посмотри, нахалка. Севда, хватит, успокойся. Успокойся, я объясню. Что ты объяснишь? Что ты объяснишь? Посреди ночи в таком месте сидишь с такой женщиной. У тебя совсем стыда нет. Тебя попусту учителем называют. Что ты тут делаешь? Севда, этот мужчина не дает, что хочешь. Пошли со мной. Дам в 2 раза больше, чем ты хочешь. Ты посмотри на эту красоту. Потрясающе. Сколько бы ни попросила, мало. Ты что делаешь? В чем дело, парень? Что происходит? Ты проблемы ищешь? Я-то не ищу. А вот вы нашли. Хорошо, давай посмотрим. Али, Севда, останься там. Али, осторожно. Hadi Sevda gidelim. Ты так от меня не спасешься. Что ты тут делал? Севда, я же тебе сказал. Я ищу следы отпечатков с кошелька брата. Да ладно. Али, а ты правда не нашел оправдания получше? Оправдание? У меня есть необходимость в оправданиях? Ты, если послушаешь, поймешь. Позвонил мой друг Якуб. С кошелька брата нашел только отпечаток женщины, с которой я разговаривал. А я пришел с ней поговорить. Я тебе столько всего сказала. Прости, я просто увидев не то подумала. А брат твой бабник, значит. Иначе что ему делать с такими женщинами? И? Эта женщина хотя бы знает? Нет. К сожалению, ничего не смогла вспомнить. Сказала, давай выйдем, может, что вспомню. А в это время пришла ты. Как будто если бы вспомнила, то сказала бы. Нашла такого красавчика, конечно, захочет отвезти домой. Ладно, давай идем домой. Давай. Телефон абонента недоступен. Мама, я ухожу в одно место. Куда? Одного друга увидеть. Какого это друга? Какая разница? Есть один друг. Надо идти. Ладно. Подожди, папа, он на машине приедет. Возьмешь машину. Нет, не нужно. Я на такси доеду. Увидимся. Пока.
Такси! Пожалуйста, в район Квартал, на улицу Трова, дом номер 8. Хорошо, но это адрес моего офиса. То есть, адрес склада с товарами на экспорт. Где ты пропадаешь уже несколько дней? Ты соскучилась по мне? То есть, меня хотела видеть? То есть, искала? Если бы я знал, то приехал бы. При чем тут это? Склад пустовал, поэтому я решила посмотреть. Что это? Ты устроился работать таксистом? Если ты будешь моим клиентом, то почему бы нет? Ты сейчас на полном серьезе? Хотела поехать в мой офис? Да. Из-за того, что тебя не было, я заволновалась. Решила проявить человечность. Посмотрю, где этот человек. Разве плохо поступила? Нет. Даже очень хорошо поступила. Хорошо. Раз ты в порядке, я тогда выйду из машины. На самом деле, наш путь оказался совсем коротким. Нет, я не отпущу. В этом такси шофер выбирает место, куда везти. Поэтому ты, если хочешь, пересядь на переднее сиденье. Здесь намного интересней. Хорошо. Давай, если готова, то поехали. Ты иди, я приду, у меня еще есть пара дел дома. Хорошо, но не опаздывай, пожалуйста. Хорошо, не переживай. Хорошо, увидимся. Севда? Это... У тебя есть номер телефона пилота? Нет. С чего это у меня должен быть его номер? Что ты будешь делать? Хотела просто поблагодарить. Ну ладно, увидимся. Увидимся. Что я буду делать, если останусь без работы? Этот ребенок болен. Я женщина, стараюсь вырастить в одиночестве 3 детей. Нуждаюсь в деньгах. Пожалуйста, дочка, помоги. Чтобы помочь, буду работать столько, сколько понадобится. Обещаю. Лишь бы этот ребенок улыбался. Севда, ты в порядке? Али, мне очень срочно нужно идти. Постой. В чем дело? Что случилось? Это... Мой папа. Мой папа плохо себя чувствует. Пусть поправляется. Что с ним? Ну, ты же знаешь, приступ панической атаки. Был новый приступ. Мама позвонила. Я поеду и посмотрю. Хорошо, я тебя отвезу. Нет. Не утруждайся, я сама съезжу, посмотрю. Если переживаешь насчет Уйгара, то он уехал, не в городе. Не переживай. Пока вернется, я уже съезжу и вернусь обратно. Севда, что ты говоришь? Что значит не утруждайся? Ты говоришь, что твой отец плохо себя чувствует. Давай, поехали, не будем задерживаться. Хорошо тогда. Господи, что я буду делать? И? Чего мы ждем? Ни пилот, ни Алия нас не знают. Каждый занят своими делами. Может, мы начнем действовать? Я сейчас на стадии рентгена. Я не принял решение об операции. Али и пилот очень похожи друг на друга. У обоих есть свои красные линии. Оба безумно влюблены. Их слабости словно поводья. Я вмешаюсь в их жизни. Они будут считать меня своим. Остальное легко.
Что происходит? Этот путь намного короче, поэтому я сюда повернул. Если продолжишь так ездить, мы по короткому пути попадем на тот свет. Нет, дорогая. Разве такое возможно? Я отправляюсь вместо тебя. Почему вчера не открыл склад? У меня были дела. Поэтому. Что за дела? Торговля, производство, экспорт. Типа этого. В твоей жизни кто-то есть? Нет, нет. Есть. Да, есть. Но она об этом не знает. Вперед, смотри, вперед. Врежешься сейчас. Теперь уже поздно предупреждать. Я давно врезался. Куда врезался? Самую прекрасную в мире. Хотя даже единственную прекрасную. После этого столкновения, куда бы я ни посмотрел, везде она. Ты когда-нибудь влюблялся? Нет. То есть, да, Сколько раз? один. Один человек сколько раз может влюбляться? Один человек за одну жизнь сколько ран может вместить? Смотри на дорогу. Куда бы мы ни ехали, доедем целыми и невредимыми. Ты остановись здесь, но не заходи вовнутрь, нет необходимости. Стой, Останови. стой, зачем тебе ходить до дома? Ну, чтобы тебе не пришлось заезжать в этот дом. Я не дом, а хозяина не люблю. Знаю. Спасибо. Ты куда? Пожелаю твоему отцу скорейшего выздоровления. Может, ему что-то нужно. Нет, нельзя. Папе будет не по себе. Почему это? Ну, это... Он не хочет, чтобы знали, что он болен. Психологическое это. Из-за этого. Да и не особо плохо ему. Я пришла, чтобы не думать о нем все время. Ты это сделай. Займись своими делами, хорошо? Хорошо. Увидимся. Я тебе сообщу, не переживай. Ты же не собираешься остаться здесь на ночь? Еще чего. Да и мое место рядом с тобой, не так ли? Севда, давай. Хорошо, хорошо, пришла я. Что делаем? Это место очень... Что случилось? У меня это... Ты что-то говорила? Посмотри вокруг, тут очень красиво. Очень понравилось. Hiçbir yer benim gördüğüm yerden daha güzel olamaz. С кем ты приходил сюда в последний раз? С другом.
Друг? А это друг? Та девушка с хостеса. Yok. Нет, дорогая, еще чего. Нет ничего такого. Ты его знаешь. Я пришел сюда с Ведатом. Наш Ведат. И завтра не откроешь склад. Некоторое время не буду открывать. Что ты от меня скрываешь? Я? Ничего не скрываю, да. Сказать? Я звонила тебе. Твой телефон был отключен. Ты мне звонила? Да. Склад был закрыт, поэтому позвонила. Чисто по-человечески. Не надо было звонить. Нет. Ты звони. Постоянно звони. Всегда, когда захочется. Я с телефоном вот что сделал. Я уронил его в воду. Но возьму новый. Возьму. Если бы знал, то давно бы уже взял. Нет, в тебе что-то есть. Вот все вы такие. Сначала кажетесь ангелами, а потом, когда сближаешься, то выясняется, что черти. То есть, мы сблизились. Ты делаешь акцент не на том, на чем надо. Я не это хотела сказать. Вот так. Всегда бывает разница между первым впечатлением и реальностью. Я всегда такой же. Я тот же, кто я есть. Дай бог. Я хочу кое-что сказать тебе. Приказывай. Я опустошена эмоционально. Пережила вещи, о которых не хочу рассказывать. Проживаю. Да, я согласна. Когда я рядом с тобой, то чувствую себя отдохнувшей. Но как друг. По крайней мере, пока. Так. Очень хорошо, что ты есть в моей жизни. Но если ты меня опустошишь, если будешь мне врать, или совершишь ошибку, я порву все связи с тобой. Я понял. Но нет проблем. Я человек, как пуля. Ни в сторону не поверну, не промахнусь. Где наш лимонад? Официант, подойдите, пожалуйста. Мама тоже иногда может свести с ума человека. Говорю, что мы торопимся, а она до сих пор задает вопросы. А ты рассказала бы правду? Ты же ничего плохого не делаешь. Я рассказала. Но не знаю, хорошо я поступаю или плохо, это непонятно, Синан.
По-моему, ты поступаешь правильно, сестра. Разве такое возможно всегда? В агентстве молятся на тебя. Да, все благодарны тебе. Я неспокойна из-за того, что соврала Али. Не знаю. Да ничего не случится. Твой отец в порядке? Я могу что-то сделать? Я могу забрать тебя, когда захочешь. Достаточно лишь сказать мне об этом. О, боже мой. Мы обязаны ехать так далеко, сколько нам еще ехать? Синан, можешь ехать быстрее? Сестра, ты же не хочешь, чтобы мы умерли? И зачем нам ехать быстро? И дождь понемногу начал капать. Если Али узнает, это будет хуже смерти, вы ни о чем не знаете. Смотри, Уйгар, я хочу, чтобы это дело быстрее кончилось. Если понадобится, буду работать без остановки. Лишь бы вернуться домой до вечера, не могу опоздать еще больше. Хорошо, Севда, хорошо. Я все устроил, все быстро закончится. Али, папе лучше. Ты не волнуйся за нас. Еще спишемся. Я не понимаю, Якуб. Каким образом на кошельке моего брата есть только отпечатки пальцев этой женщины? Значит, у твоего брата не было судимости. И до кошелька не дотрагивался человек с судимостью. Али, почему ты подозреваешь Куртбея? Потому что Куртбей не может быть таким безрассудным. В этом деле замешано что-то другое. Если в твоих руках нет добротной улики, то ты совершаешь большую ошибку, подозревая Куртбея. Нет, в моих руках нет весомой улики, но я себя чувствую обманутым. Когда я нахожу дорогу, ведущую к брату, то сразу все пути перестраиваются. Но не проблема. Я во что бы то ни стало найду брата. Дай бог найдешь. Момент, когда я почувствовал себя ближе к брату, был тогда, когда я нашел этот кошелек. Знаю, точно должен быть путь, который ведет от этого кошелька к моему брату. Ты немного с аппетитом обезьяны. Нет. Почему ты так сказала? Мне так показалось. Как будто ты быстро увлекаешься кратковременной страстью. Быстро привязываешься. Быстро избавляешься. Тебе быстро надоедает. Нет. Я не такой, клянусь. Я прямолинейный человек, стабильный. У меня был кошелек 10-летней давности. Я даже от него не смог избавиться. Но когда потерял его, уже нечего было сделать. То есть, я хочу сказать, что если вошла в мой мир, то так легко не сможешь выйти. Даже если захочешь, не сможешь выйти. То есть твой мир что-то вроде тюрьмы тогда? Тюрьма. Тюрьма, но это... Тюрьма для сердца. Если попадешь, выйти не захочешь. Ты уверен? Знаю себя. Если один раз попаду в тюрьму сердца, то уже пожизненно. Я не захочу быть освобожденным.
Ты... В чем... Sendeki bu. В чем причина изменений в тебе? Каких изменений? Ne bileyim. Не знаю, ты rahat такая olmuş, спокойная, bir будто hafiflemişsin. облегченная. Ты... Разве не говорил, что каждое новое начало требует жертв? В конце концов, я думаю, что смогла это сделать. И правда, очень красивые фотографии. Когда модель красива, Это точно. Но я не смогу выбрать. Все фотографии одна красивее другой. вот это. Точно это. Я тоже так думаю. Супер. Тукче, давай быстрее, отправь по почте, они нас ждут, быстро. Хорошо, сейчас же отправлю. Сарп, не будем полагаться на удачу. Пока длится операция, ты стой во главе. Хорошо. Давай. Сарп, я не хочу неполадок. Пока не стемнело, эти афиши должны быть расклеены. Хорошо. Делаем перерыв, друзья. Это... Мы можем не делать перерыва. Прошу прощения. Может быть, ты не хочешь, но люди устали. Пусть отдохнут немного. Но я очень спешу. Давай пойдем, переоденем тебя. А сколько сейчас часов? Забей на часы, давай. Biz şey Может, yapalım нам ya, это... bakalım mı? Может, нам встать? Почему? Что случилось? Ты же все время говорил, пойдем куда-нибудь выпьем чего-нибудь. Тебе уже надоело? Yok, Нет, yok. нет. Kılmak ne mümkün de. Устать невозможно. Пойдем в другое место. Хорошо. Давай встанем, я поняла. Şey şu. Давай aşağıdan- пройдем отсюда. Снизу. aşağıdan girelim. Снизу. Твой наряд тебе очень идет. Но вот волосы не знаю. Тухче, брось сейчас про волосы. Али звонил, написал кучу сообщений. Что я теперь скажу, Али? Хорошо, девочка, спокойно, не паникуй. Скажи, что напишешь, когда освободишься. Скажи, что не услышала звонка, телефон был не рядом. Я тебе что говорю, а ты мне что, Тухче? Если Али узнает, то мне конец. Боже мой, надеюсь, такого не будет. Сюда. Успокойся, не преувеличивай. Откуда ему знать? И все равно мы через несколько часов закончим. Закончится. Хорошо. Али. Али звонит. Тухче, что я скажу? Что скажу? Ты много не разговаривай, коротко. Чем больше будешь говорить, тем хуже. Скажи, что папа болен, сидел у изголовья кровати, что он спал. Хорошо? Хорошо. Алло, Севда? Али,
Извини, я не смогла ответить. Это... Оставила телефон на зарядке. И сейчас мне не очень удобно говорить. Не могу спокойно разговаривать. Как твой отец? Хорошо, хорошо. Мы долго говорили с врачом. Он сказал, что все хорошо, никаких проблем нет. А что говорит? Кто? Как кто? Врач, Севда. Врач сказал, что иногда так бывает. Чтобы мы присмотрели за ним, чтобы он немного отдохнул. Севда, ты дала мне номер мобильного и не отвечаешь. Если бы ты и дальше не брала трубку, то я бы приехал. Что? Ты бы приехал сюда? Да, Севда, я переживал. Это ведь здоровье, с ним нельзя шутить. Нет, не приезжай, потому что папа в порядке. То есть никаких проблем нет. Мы присматриваем за ним. Севда, послушай. Али, мне нужно положить трубку. Я должна присмотреть за папой. Но он в порядке, никаких проблем, хорошо? Не переживай. Я потом позвоню тебе и поговорим. Созвонимся. Ненавижу такое положение. Ненавижу. Не стоило утруждаться, я могла поехать на такси. Нет, дорогая, разве можно так? Можно. Конечно, можно. А почему нет? От человека все можно ожидать. Ты обиделась на меня? Нет. При чем тут это? Ты сделал что-то, из-за чего я должна обидеться. Нет. Я устал. Устал от заведения. Может, поедем в другое место? Нельзя. Мама ждет в аптеке. Ладно. Что сейчас происходит? Чего мы ждем? Меняют батарейки у камеры, милая, а вот что мы ждем. Друзья, делаем перерыв. Какой еще перерыв? Кто тебе сказал? Мы же еще ничего не снимали в этой одежде. Боже мой, где Уйгар? Сестра, случилось это. Что случилось? Уйгар, что происходит? Севда, позвонили из компании. Для этого журнала хотят ночную съемку. Что? Как это? Не переживай, я нашел рядом отель. Как только стемнеет, снимем пару фотографий и закончим, хорошо? Мы так не договаривались. Что я говорила? Сказала, что вечером хочу быть дома, не так ли? И что теперь я буду делать? Вы ставите меня в очень сложное положение. Сестра, мы тоже не знали. Брату Игару позвонили при мне. Я знаю, но ничего больше не будет, будь уверена. Снимаем там, что собирались, и сразу же закончим. Уйгар, вы и правда ставите меня в невероятно сложное положение. Что я буду делать? Севда, что сделаем? Скажем, что не будем снимать? Отменим соглашение? Тухче, я не знаю. Мы застряли тут. Твоя дочка учится в Измире, госпожа Пакизе? Да, в Измире. Как зовут? Эсги. Не сглазить бы, не сглазить бы. Спасибо. Моя дочка очень умная, ты бы видел, как она хорошо учится. Мамочки, что это? Что это такое? Да это же жена учителя Али. Клянусь, это она. Жена учителя Али. Севда. Милая, ну что, поговорила с Али? Не поговорила. Что я скажу?
А вдруг он понял? Не говори глупости, Севда. Как он поймет? Да и хорошо, что ты не поговорила. Потому что... Думаю, что съемки немного затянутся. Что? Тухче, я что говорю, и ты что говоришь? Ты хочешь, чтобы у меня сердце остановилось? Севда, нет света, который используют при ночной съемке. Как он будет снимать без этого оборудования? Почему при них не было? Боже, я сойду с ума. Милая, фотограф ведь не знал о ночной съемке, поэтому и не взял с собой. Мы закончим поздно ночью, да? Что я скажу, Али? Нет, настолько долго не затянется. Да и уже сообщили, оборудование уже везут. А когда закончим? Мне нужно точно узнать время, чтобы сказать Али. Хорошо, сделаем так. Ты лучше поговори с Уйгаром. Да, якобы он все спланировал. Где он сейчас? Думаю, он был в вестибюле. Хорошо, я пойду поговорю. Хорошо. Доброй ночи. Доброй ночи. Если хочешь, ты тоже иди. Да, и мама переживала. Заодно поздороваешься. Конечно, если у тебя других нет дел. Можно. Конечно, я приду. Ладно. Но сними это с головы, уже вечер. Верно. Пусть Бог примет молитвы, господа. Пусть Бог примет молитвы, учитель. Пусть Бог примет молитвы, Хюдеверди. Как поживает отец сестры Севды, учитель? Я не знаю последние новости, Хюдеверди. Да и с Севдой не смог нормально поговорить. Говорят, что плохие новости быстро распространяются. Если новостей нет, то все хорошо. Дай Бог. Брат Ильхан, пусть Бог примет ваши молитвы. Аминь, все наши. Как ты, учитель? Хорошо, спасибо, а вы? Отлично. Как поживает Севда? Не переживай, брат Ильхан. У жены учителя хорошее настроение. Мы видели. Не сглазить бы. То есть, я не понял. Твоя жена ведь должна была бросить эти дела, учитель Али. Что ты такое говоришь? Я говорю, что твоя жена на афишах. Там ее фотографии в полный рост. Да, мы тоже видели. Видели. Нам стало очень стыдно. И ведь невозможно не узнать. Открыла все места и улыбается вот так. Что ты такое говоришь? Иди, посмотри на автобусной остановке. Увидишь своими глазами. А потом уже за чей воротник хочешь, зато ты цепляйся. Иди. Учитель Али. Учитель. Хюдеверди, иди сюда, сынок. Пусть немного побудет один. Невоспитанные типы. Вы были вместе? Да, мама, немного погуляли. Правильно сделали, конечно, хорошо. Мы не видели вас вчера, начали волноваться. Порой такое бывает из-за работы. Конечно, бывает, это нормально. Вы ведь все-таки бизнесмен, не так ли? Ну да. Тогда я пойду. Твой отец ждет меня в магазине. Пойду в магазин, увидимся. Хорошего вечера вам. Хорошего вечера. Давайте, хорошего вечера. Давай, дочка, хорошего дежурства. Спасибо, мама, увидимся. Ты не закроешь аптеку? Нет, сегодня вечером дежурю. Хорошо. То есть, я не люблю вечера, когда дежурю. Почему? Мне здесь скучно одной. Я тоже могу остаться на дежурство. Нет, нельзя. Тебе здесь-то не скучно. Разве можно заскучать? То есть, что значит заскучать рядом с тобой? Не так ли? И что значит? То есть, мне не скучно. Хорошо. Эта смена так не закончится.
Давайте в таком случае уберемся здесь. Olur. Можно, конечно же. Ты босс. Yalnız ben Только вот neyi я не знаю, nereye koyacağım что и bilmiyorum. куда ставить. Давай. Завтра мы уходим отсюда, Хэри. Сегодня я сходил домой и посмотрел, все Слава готово. богу, Кёксал, клянусь, все в сторону. Я очень соскучилась по своему дому. Разве можно не скучать? Мы вырастили в нем 2 детей, Хэри. Пусть отныне самый худший день будет таким. Дай бог. Самое важное то, что наше здоровье в порядке, слава Господу. Но когда мы будем дома, никто не будет приносить тебе чай. Ну, давай. Я принесу. Я принесу тебе. Доброго вечера, господин Али. Как я могу вам помочь? Sevda. Госпожа Севда внутри? Нет, сегодня у нее была съемка, она ушла туда. Çekim. Съемка? Где? В отеле. Насколько я знаю, она проведет эту ночь там. Хорошо, спасибо. Али сейчас сел в машину. Он едет в ту сторону. Что случилось? Есть что-то? Нет, все так же. Господин Уйгар, где застряли световые инструменты? Наверняка сейчас принесут. Ждем. Мой телефон был здесь, ты видела? Вот здесь ягненок у меня. Я посмотрела, звонил ли кто-то, но нет. Хорошо, я сейчас приду. Можете оставить сообщение после звукового сигнала. Абонент находится вне зоны действия сети. Алло, привет, Али. Я не могу до тебя дозвониться. Это... Я немного отключилась и уснула. Дела идут хорошо. Али отправился в мой дом. Он также узнал, что Кексал не болен. Али наверняка обезумел. Он не оставит Севду в покое. Он будет искать, найдет и придет сюда. Пусть приходит. Сейчас мне нужна твоя помощь. Мы вместе совершим смертельный удар. Не поняла. Что я сделаю? Единственное, согласно концепции, твою прическу нужно сделать с нуля. Давай сейчас что-нибудь съедим, а после ты спокойно подготовься. Да не хочу я тухче. Не хочу, пусть снимают такими волосами, если хотят. Я устала. Пусть побыстрее закончится. Давай уйдем, не буду ничего есть. Да и Али не отвечает на звонки. Да и что я скажу, если он ответит? Я постоянно ему лгу. Дорогая, смотри, ты сделала добро. Давай дойдем до конца, давай закончим. Я боюсь все испортить, сделав это единственное добро. Я умираю в страхе, что Али узнает Тухче.
Дорогая, ничего подобного не случится, доверься мне. Давай, скажи теперь, что ты съешь. Не буду ничего есть. Посмотрю в холодильнике, что там есть. Тукче, Али пришел. Хорошо, господин Уйгар, хорошо. Тукче, что ты натворила? Ягненок, я прошу прощения. Твои волосы уничтожены. Нам срочно нужно вымыть их. Если так останется, все слипнется. Не сможем смыть с волос. Давай, заходи в душ. Тукче. Прошу прощения, давай. Давай, я спущусь вниз, посмотрю, что они уже подготовили. Ну, девочка, да покарает меня Господь. Ты уничтожила меня в этот момент. Ну, что это такое? Твои волосы испортились. Прошу, доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи, слушаю, давайте я вам помогу. Я могу узнать номер комнаты Севдея Гельмес. Я ее друг. Севдая Гельмес? Ajansla gelmişlerdi bir fotoğraf çekimi için. Burada kaldıklarını öğrendim. Я не могу дать вам информацию. Позвольте спросить у начальства. Lütfen. Прошу. Удачи тебе. Хорошо. Что случилось с дежурной? Кажется, вы проигрываете в схватке со сном? Я? Да даже мой труп может стоять на дежурстве. Почему ты настолько самодовольный в любой теме? В окружении, где я вырос, человек, у которого нет амбиций, не сможет никем стать. Они переступят через тебя и уйдут. И что же это за окружение такое? Ну? Что случилось? Давление. Если ты снова делаешь это для того, чтобы я измерила тебе давление, я не поведусь. Разве в таком возрасте может быть давление? Разве не бывает? Не бывает. Давай вставай. Клянусь, я сейчас возьму укол от давления. Сделаю тебе укол, вот увидишь. Доброго вечера. Мы ищем одного человека. Его имя Сулейман. Он является руководителем депо напротив. В последнее время его видели здесь. У вас есть какая-то информация? Сулейман? Вы видели? Сулейман?
Али? Ты как здесь? Кто там? Али?